Главный врач Ухтинской городской больницы провел брифинг с представителями СМИ. Магомед Хабиб Рамазанов рассказал о ситуации с лечением ковидных больных и ответил на самые актуальные вопросы. Лекарственное обеспечение, коечный фонд и текущее состояние больных. Подробности у Виктории Науменко. Весной этого года с начала пандемии больных с COVID-19 в Ухте на стационарное лечение принимал трехэтажный инфекционный корпус Ухтинской городской больницы. Тогда здесь было 100 мест. На первом этаже размещались 12 боксов и 6 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом, чтобы сдержать распространение инфекции за пределы больницы, почти весь апрель 22 дня врачи и медперсонал, работающий с ковидными больными, находился в обсервации в одноэтажном здании бывшего вытрезвителя, который переделали в спальный корпус. Это стало настоящей проверкой на профессионализм и психологическую устойчивость, вспоминают медики. Домашней еды, конечно же, не хватало, своей кухни не хватало. Притирались люди друг к другу, это было очень сложно, но находили все пути решения, стали дружнее, стали больше понимать все наши проблемы, которые тут появились. Такие жесткие ограничительные меры свою задачу выполнили. Первую волну Ухта выдержала достойно. На сегодняшний день с больными коронавирусом работают медики всех специализаций, от эпидемиолога до хирурга. Каждый прошел специальную 36-часовую подготовку по работе с зараженными ковидом. Сейчас в Ухтинской больнице предусмотрено 320 коек для больных коронавирусом. Еще чуть более 200 койко-мест рассчитано на плановых больных. Причем УГБ принимает не только ухтинцев. Лечение здесь проходят жители Ижмы, Сосногорска, Вуктыла, Троицко-Печорска, Усть-Цильмы, Емвы и Ударского района. Пациентов с коронавирусом на сегодняшний день в больнице 295 человек. 50% это средняя тяжесть. Вот. И из 295 больных 13 человек тяжелые. Из 13 тяжелых 2 на искусственной вентиляции легких. Кроме инфекционного отделения, пациенты с коронавирусом сейчас лежат на перепрофилированном под ковид 5-м этаже 1-го терапевтического корпуса, 4-м этаже кардиологического отделения и 3-м этаже гастроэнтерологического. 70% коечного фонда обеспечены кислородом. Аппаратов ИВЛ в больнице 45. Кроме того, в больнице имеются так называемые кислородные концентраторы. При необходимости их подключают к электричеству и точно так же обеспечивают больных кислородом. За период пандемии силами Минздрава республики вопрос с кислородным оборудованием был полностью решен, рассказывает главврач больницы. При этом поставки нового оборудования не ограничиваются ИВЛ. Мы получили новую рентген-установку стационарную на 3 рабочих места, установили, мы еще не запустили в работу, мы ждем, заключения Роспотребнадзора. Потом, УЗИ-аппарат премиум-класса. Вот. Потом, 2 стерилизатора стационарных. Вот, каждый из которых стоит по 7,5 миллионов. С лекарственным обеспечением в Ухтинской больнице также проблем нет. Стоит задача обеспечить на 100%, и медучреждение ее выполняет. Если случаются какие-то проволочки, то только по вине поставщика, поясняет главврач. Так недавно задерживалась поставка коронавира, но выручила поликлиника. Там одолжили 20 упаковок. Но уже сегодня в больницу пришли ожидаемые 400. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.